Здравствуйте, дорогие семиклассники! Я, Нина Демьяновна Каминарец, приветствую вас на уроке русского языка. Тема урока – разделы науки о русском языке. И сегодня на уроке мы ответим на вопросы. Из каких разделов состоит наука о языке? Что изучает каждый раздел науки о языке и какие включает понятия? Какую диковину таит в себе лес? В рубрике «Слово дня» сегодня слово «языкознание». Языкознание – это комплексная наука о человеческом языке как средстве общения, общих законах его строения и функционирования и обо всех языках мира. Синонимы – лингвистика, от латинского слова lingua – язык, языковедение. Например, раздел языкознания, изучающий лексику, называется лексикологией. Окружающий нас мир очень интересен. В нем большое разнообразие предметов и явлений. Каждый предмет имеет свое предназначение и свое строение. Язык – это явление, без которого человек не может обойтись. Это очень сложное явление. И строение у него не менее сложное. Мы в этом убедились на уроках русского языка. Мы изучаем звуковую оболочку слова, его состав, лексическое значение. Изучаем слово как часть речи. Изучаем слово в предложении и тексте, строение предложения и особенности текста. Поэтому логично, что наука о русском языке насчитывает несколько разделов. Каждый раздел изучает определенную часть языка. У каждого раздела свои термины, свои выражения. Поэтому логично, что наука о русском языке насчитывает несколько разделов. Каждый раздел изучает определенную часть языка. У каждого раздела свои термины, свои выражения. Но все разделы науки о языке – фонетика, графика, орфоэпия, лексика и фразеология, словообразование, морфемика, морфология, синтаксис, культура речи, стилистика, орфография и пунктуация – тесно связаны между собой. Мы слышим и произносим звуки. Звуки – это самые маленькие единицы языка. И изучает их раздел языкознания, который называется фонетика. С фонетикой связана орфоэпия и графика. Орфоэпия изучает правила образцового литературного произношения. Речь может передаваться на письме. Графика изучает средства передачи речи на письме, то есть буквы. Назовем основные понятия этого раздела. Звук – гласный, ударный, безударный, согласный, звонкий, глухой, твердый, мягкий. Буква – строчная, заглавная. Применим наши знания и выполним фонетический разбор слова. Окружающий. Слово состоит из 5 слогов, 11 букв, 12 звуков. Звук А – гласный, безударный. К – согласный, глухой, твердый. Р – согласный, непарный, звонкий, твердый. У – гласный, безударный. Ж – согласный, звонкий, непарный, твердый. А – гласный, ударный. Буква Ю обозначает 2 звука. Й – согласный, непарный, звонкий, непарный, мягкий. У – гласный, безударный. Щ – согласный, непарный, глухой, непарный, мягкий. И – гласный, безударный. Й – согласный, непарный, звонкий, непарный, мягкий. Для всего, что нас окружает и что происходит вокруг, придуманы слова. Все слова вместе – это лексика языка. В школьной программе раздел, который изучает лексику, так и называется – лексика. В научном мире – лексикология.
В лексикологию входит фразеология, раздел лингвистики, изучающий устойчивые речевые обороты и выражения. Назовем основные понятия лексики. Лексическое значение, прямое значение, переносное значение, однозначные слова, многозначные слова, синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, архаизмы, историзмы, неологизмы, диалектизмы, профессионализмы. Выполним задание. Подберите подходящее по смыслу слово. Проверим, как вы справились с заданием. Утром к дому прилетела стайка воробьев. Они уселись на крыше и весело чирикали. Мы насыпали хлебных крошек. Воробьи быстро слетели с крыши. Они прыгали и клевали крошки. Выполните следующее задание. В каждом из предложений найдите неудачно использованное слово и замените его. Проверим. Школа учит ребят быть умными, смелыми, трудолюбивыми. Крестьяне сеют хлеб, пшеницу, ячмень, гречку и много других культур. Самая важная профессия – врач. Не зря врачей так уважают люди. Девочка была плохо одета, она дрожала от холода. На первое подали рыбный суп с овощами. Следующее задание. Исправьте ошибки во фразеологизмах. Проверим. 7 пядей во лбу. Только пятки засверкали. Проще пареной репы. Медведь на ухо наступил, как рыба в воде. Вот где собака зарыта. Считать ворон. Слово, в свою очередь, тоже состоит из частей. Каждая часть слова, морфема, имеет свое значение. Части слова изучает морфемика. Словообразование отвечает на вопрос, как образовалось слово. Основные понятия этого раздела. Морфема. Корень, суффикс, приставка, окончание, основа. Способы образования слов. Применим наши знания и выполним морфемный разбор слов беспроводная и предыдущий. Беспроводная, окончание ая, корень вот, суффикс «н», две приставки без и про. Предыдущий, окончание и, корень ид, суффикс «ущ», приставка пред. Выполните словообразовательный разбор слов подорожник, языкознание. Подорожник образовано от слова «дорога» при помощи суффикса «ник» и приставки «по» приставочно-суффиксальным способом. Языкознание образовано способом сложения язык – знание. Каждое слово относится к какой-либо части речи. А части речи группируются не только по смыслу, но и по особым признакам. Вот, например, слова белый, белизна, белеть, белеющий, набело, белым-бело. У них похожие лексические значения, но относятся они к разным частям речи. Морфология – это раздел науки о языке,
который изучает части речи и все, что с ними связано. Мы с вами на уроках составляли морфологические портреты слов, выполняли морфологический разбор. Выполним морфологический разбор слова «серебристый» из следующего стихотворного отрывка. Ландыш серебристый в мае расцветет, чистым ароматом рощу всю зальет. Серебристый – ландыш. Прилагательное – ландыш какой? Серебристый. Начальная форма – серебристый. Постоянные признаки – качественное, непостоянные – в именительном падеже, единственном числе, мужском роде. Ландыш какой? Серебристый. Из слов разных частей речи составляются словосочетания, а из них предложения. А из предложений потом получается текст. Синтаксис – это раздел науки о языке, который изучает словосочетания, предложения, текст и правила их построения. Основные понятия – словосочетание, предложение, связь, грамматическая основа, подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, обстоятельства. Выполним синтаксический разбор предложения. Уже первые подснежники пробиваются из-под снега, искрящегося на солнце. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное. Грамматическая основа. Подснежники пробиваются. Предложение полное, распространенное, осложнено обособленным определением, выраженным причастным оборотом. Фонетика занимается звуками. Лексика изучает слова и их значения. Словообразование имеет дело с морфемами. Морфология рассматривает части речи. А синтаксис изучает словосочетания, предложения и текст. Это основные разделы языкознания. Не менее важны и другие разделы – стилистика, орфография, орфоэпия, пунктуация, культура речи. Все разделы языкознания тесно связаны друг с другом. Хорошее владение языком невозможно без знания всех разделов. Не случайно и у науки название – языкознание, то есть знание языка. Разделы «Культура речи», «Стилистика» включают такие понятия, как хорошая речь, литературный язык, речевая норма, речевой этикет, функциональные стили речи. Проверим, насколько хорошо вы владеете нормами литературного языка. Определите, в каком предложении вместо слова «одеть» нужно употребить слово «надеть». Слово «надеть» мы употребим в следующем предложении. После вчерашнего ливня в туфлях и улицу не перейдешь. Придется надеть охотничьи сапоги. Итак, мы с вами повторили основные понятия языкознания. Применим наши знания на практике. Поработаем с текстом. Лес в мае словно рождается заново. Все в нем такое молодое, легкое, слегка умытое теплым дождиком, слегка напуганное первым робким громом. Наряжаются деревья, примеряя свои летние наряды, ткут пестрые узоры цветы на полянах, а по оврагам черемуха развешивает нежные облака. Светел, радостен лес в эту пору. На каждом шагу открывает маленькие диковины, но самую главную приберегает напоследок. Притаились в тени деревьев ландыши, спрятав от солнца белые крохотные чашечки. Кажется, тронь одну, и зазвучит вокруг нежный гимн солнцу, теплу, весне. О чем этот текст?
Определите тему и основную мысль. Какой заголовок вы бы подобрали к данному тексту? Определите стиль и тип текста. Подумайте, на сколько абзацев микротем можно разбить текст. Лес в мае – тема данного текста. Лес в мае словно заново рождается, и это вызывает восторг и удивление. Такова основная мысль текста. Я подобрала к тексту заголовок «Лес в мае». Стиль художественно-публицистический. Тип текста – описание. Я разбила текст на 2 абзаца. Первая микротема – описание того, как постепенно лес пробуждается и преображается. Вторая микротема – рассказ о том, что весенний лес открывает маленькие диковины. Одна из них – ландыши, притаившиеся в тени. Подберите синонимы и антонимы к словам из текста. Легкий, воздушный. Крохотный, маленький, небольшой. Нежный, ласковый, мягкий. Робкий, несмелый. Легкий, тяжелый. Крохотный, огромный. Нежный, грубый. Робкий, смелый. Выполним разборы. Фонетический разбор слова «деревья». Деревья. 3 слога, 7 букв, 7 звуков. Звук «д» – согласный, звонкий, мягкий. И – гласный, безударный. Р – согласный, непарный, звонкий, мягкий. – гласный, ударный. В – согласный, звонкий, мягкий. Мягкий знак не обозначает звука. Буква «Я» обозначает 2 звука. «Й» – согласный, непарный, звонкий, непарный, мягкий, а гласный, безударный. Разберем по составу слово «развешивает». Окончание «ед», корень «веш», суффикс «ива», приставка «раз». Выполним морфологический разбор слова «деревьев» из предложения «Притаились в тени деревьев ландыши, спрятав от солнца белые крохотные чашечки». Деревьев – существительное. Деревья – что? Начальная форма – дерево. Постоянные признаки – средний род, второе склонение, неодушевленное, нарицательное. Непостоянные признаки в винительном падеже в единственном числе. В тени чего? Деревьев. В предложении дополнение. Синтаксический разбор предложения. Притаились в тени деревьев ландыши, спрятав от солнца белые крохотные чашечки. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное. Грамматическая основа. Притаились ландыши. Предложение полное, распространенное, осложнено обособленным обстоятельством, выраженным депричастным оборотом. Очень важными разделами языкознания являются орфография и пунктуация. Применим знания этих разделов на практике. Орфографическая минутка. Какие буквы необходимы в словах на слайде? Рождается род, молодое молод, напуганное 2 буквы Н, причастие с зависимыми словами. Примеряя, приберегает, притаились, приставка при. Диковины, дикий. Поляна, поле, развешивает, приставка раз.
Пунктуационная минутка. Определите, какие знаки препинания необходимо поставить в следующем предложении. Наряжаются деревья, запятая, примеряя свои летние наряды, запятая, ткут пестрые узоры цветы на полянах, запятая, а по оврагам черемуха развешивает нежные облака. Предложение сложное. 3 грамматические основы. Наряжаются деревья, ткут цветы, черемуха развешивает. Первое предложение в составе сложного осложнено обособленным обстоятельством, выраженным депричастным оборотом. Подведем итоги нашего урока. Сегодня на уроке мы ответили на вопросы, из каких разделов состоит наука о языке, что изучает каждый раздел науки о языке и какие включает понятия, какую диковину таит в себе лес. Домашнее задание сегодня необычное. Сфотографируйте слайд с домашним заданием или сделайте скриншот. Запишите предложения, представленные на слайде. Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания и выполните все виды разборов. Весна – это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч!